С Днем медицинского работника. Пожалуйста, представьтесь. Аргунова Вера Маячевна, я заведующая детским кардиоревматологическим отделением педиатрического центра. Планирование нашего центра начиналось давно, еще при Николаеве, первом нашем президенте Михаиле Ефимовиче, которому мы, конечно, очень благодарны за наш прекрасный центр. И вот в 90-х годах, когда шло открытие детской консультативной поликлиники, тогда же проводилось проектирование, и я помню, тогда был министром Борис Афанасьевич Егоров, и вот тогда у нас достаточно большая делегация от республики ездила в качестве комиссии экспертной, то есть с планом, заданием на строительство центра в Словению, где проводилось проектирование данного центра. И затем к 1998 году был построен педиатрический центр. Тогда он назывался Центр охраны материнства и детства. И вот Центр охраны материнства и детства фактически является наследником детской республиканской больницы, в которой я работала с 1991 года. И наша структура перешла полностью в ЦАМИД, тогда он так назывался, и который входит именно в состав Национального центра медицины. Тогда генеральным директором был Александров Вячеслав Лаврентьевич, а директором ЦАМИДа был Старостин Василий Петрович. Вот это краткая такая история. В дальнейшем у истоков ЦАМИДа развития стояли такие люди, как Дранаева Галина Гавриловна, Винокурова Надежда Иннокентьевна, Антонина Николаевна Григорьева. В общем-то, центр имеет достаточно богатую историю, тем более он является именно продолжением детской республиканской больницы, которая оказывала всю специализированную медицинскую помощь детям нашей республики. А на сегодняшний день центр оказывает помощь населению всей республики или других регионов тоже? Нет, фактически, конечно, центр, являясь многопрофильным стационаром, оказывает специализированную медицинскую помощь детям нашей республики, но достаточно большое количество у нас лечится и представителей из ближнего, скажем так, зарубежья, это различные мигранты. Вот даже сейчас у нас в отделении находился ребенок из Киргизии, который не имеет ни гражданства, ни полиса, но в рамках системы госгарантий по оказанию экстренной помощи вот такие больные к нам поступают. И достаточно часто бывают больные, которые приезжают на отдых в Якутию, и если ребенок заболеет, они, конечно, получают помощь в полном объеме. А, например, из Магадана, там, Владивостока, из ближних? Одно время практиковалось, когда наше кардиохирургическое отделение в клинического центра квотировалось, то есть получало федеральные квоты на лечение больных, то приезжали больные и в том числе из Магаданской области. Расскажите, пожалуйста, о своем отделении. Кардиоревматологическое отделение является структурным подразделением педиатрического центра. Оно фактически как самостоятельное отделение функционирует до 2001 года, а до этого оно называлось второе педиатрическое отделение, имело в своем составе пульмонологические и кардиоревматологические койки. А вот с 2001 года это уже самостоятельное подразделение, которое оказывает помощь детям с кардиологической патологией и с ревматологической патологией. То есть кардиологическая – это дети с врожденными пороками сердца 90%, нарушение ритма сердца, там различные кардиты, кардиомиопатия, ревматизм – это кардиология. А ревматическая патология – это у нас, скажем так, различного рода артриты и системные поражения соединительной ткани. В отделении работает 3 доктора у нас, я как заведующий отделением, и работают молодые доктора. У нас есть кандидат медицинских наук Слепцова Полина Андреевна и молодой подающий надежду доктор Афонская Марина Викторовна. Девочки очень хорошо подготовлены, прошла Марина Викторовна ординатуру в Санкт-Петербурге и первичную специализацию в Санкт-Петербурге по ревматологии, а по детской кардиологии также в Санкт-Петербурге, а закончила Якутский госуниверситет. А Полина Андреевна приходила у нас ординатуру в Томске по педиатрии и аспирантуру защищала у самого Горбатых Юрия Николаевича в Новосибирске. То есть доктора имеют достаточно высокую квалификацию и хорошую подготовку. А по оснащению, я слышал, что недавно открылись отделения новые, с новейшей аппаратурой. Отделение перинатального центра, которое имеет достаточно необходимую такую базу, это интенсивной терапии, там новые аппараты ИВЛ и так далее. И также открылся новый аппарат, это ядерно-магнитно-резонансный томограф. И открылось 1 июня отделение, сейчас имеет название сердечно-сосудистой хирургии детская. Думаю, что руководство республики, которое уделяет большое внимание развитию педиатрии, приложит все силы для его финансирования и оборудования в дальнейшем.
потому что детская кардиохирургия – это один из наиболее высокозатратных разделов медицины. А больных детей с патологией сердца у нас много, да? Да, конечно, у нас сердечно-сосудистой патологии, которые у нас превалируют по количеству детей, много. Фактически на каждые 100 родов рождается один ребенок с врожденным пороком сердца. Из этих родившихся детей 30% требуют оперативного лечения в ближайшее время, и 70% требуют оперативного лечения в более позднем возрасте, это врожденные пороки сердца. И ваши пожелания в День медика для своих коллег, всех, кто связан с здравоохранением? Конечно, хочется, чтобы все было благополучно, хочется пожелать своим коллегам благодарных пациентов, детишек, которые бы выздоравливали, радовали своих близких выздоровлением, скажем так, а коллегам личного счастья, здоровья, успехов в их нелегком труде и понимания. Всегда должны люди осознавать, что никакой врач не хочет зла своим пациентам, все хотят, чтобы дети, и не только дети, но и взрослые пациенты выздоравливали, поправлялись. Ну, в медицине бывает всякое, есть понятие инкурабельные больные, есть, от этого никуда не денешься, это наша работа. И хочется, чтобы в прессе освещались не только негативные моменты, как это принято в последние годы, это натурально вот получается дело о врачах. Очень часто это не только в Якутии, но и в Москве, и в Питере. Ну вот с развитием всей этой системы ОМС, когда люди пытаются получить какую-то материальную компенсацию, таких жалоб, к сожалению, стало очень много. Но все прежде всего должны помнить, что врачи тоже люди, тоже имеют свои семьи, что у них есть свои проблемы. Но каждый врач, каждая медсестра, каждая санитарочка хочет, чтобы больной, который пришел в отделение, пришел в медицинское учреждение, чтобы он обязательно поправился. Никто не хочет плохого для своих пациентов.